Все, что скрыто глубоко под землей, для него не представляет тайны. Его геологические прогнозы невероятно точны. Мало кто знает, но именно Сарим Галимов фактически положил начало разработке руды одной из ныне существующих залежей сибайского месторождения. Несмотря на то, что безрудность этого места была доказана многими учеными, геолог добился того, чтобы его проект был рассмотрен и, к удивлению многих, был прав. Одна из поисковых скважин у меня подсекла руду мощностью 4,5 метра. Содержанием цинка 2,8. И вокруг этой скважины пришлось обосновать перед экспедицией Уральский метроразведка доказать, что обязательно должно быть руда. Это в 80 метрах севернее основного сибайского месторождения и на глубине 700-600 метров. А в то же время это Старосибайское месторождение до глубины только 120 метров. Это говорит о том, что нижние горизонты, они очень перспективны. И пришлось развернуть поисковые работы и открыть нижний залежь. Так, открытие Галимова принесло городу более 5 миллионов тонн руды, около 200 тысяч тонн из них составляет медь. Заслуги Сарима Яруловича отмечены почетным званием «Заслуженный геолог Республики Башкортостан». Сам он на пенсии недавно отметил свой 80-летний юбилей. Ровно половину своей жизни он прожил в нашем городе. Сарим Галимов по праву называет Сибай своей второй родиной. Город переехал, я жил по Горняков 3, дальше все это пространство было пустырь. А сейчас город разросся, изменился, очень даже красивый стал. Вот. Я, собственно, прирос к городу. Он родной для меня стал, город. Ну что, молодежи, что я скажу для этого, кто геологии. Я уже говорил, что Сибайский рудник еще не исчерпан. Есть где-то глубокие горизонты восточнее, руда, это восточно-сибайского нарушения, это вот глубокие, необходим бурить скважины. Попытался я, правда, пробурить 3-километровую скважину, но геофизики это, оставили кабель, я скважину только до 1800 метров пробурил. Еще дальше, если пробурить, руда, как раз пошли тогда рудоконтролирующие породы, возможно, восточно-сибайского нарушения есть руда. И под нижней залежью тоже я предполагаю, что руда есть. Так что Сибай еще будет жить. Алина Полянская, Гульхамитова, Радмир Исенгулов, телекомпания СТВ.